Наши взаимоотношения с этой страной имеют давнюю традицию. Большую работу по укреплению франко-советских дружественных связей проводит общество «Франция», которое ежегодно знакомит французский народ с национальной культурой народов Советского Союза. В этом году в традиционных днях культуры СССР во Франции участвовала Киргизская Советская Социалистическая Республика. Наш кинорепортаж о выступлениях ведущих артистов республики во главе с народным артистом Советского Союза, композитором Калыем Молдобасановым. Présentons les artistes de la Kirghizie soviétique. Dans notre programme, les chansons et les danses folkloriques des Kirghizes. Güldegen Sovet elimden de gün östü Kırgızstoy yerimden. Baylığın aşıp bapırap baktalayga çömülgön. Baldarı var Çıngız altın Karaçıbay çeçekeydey görüngön. Adırına mal bakkan, jakasına dam bakkan alatı vatırdoy yerimden. Aymağı genen ısı sıra adamga dankıdoy görüngen. Ay tavus salam jalpıngı Fransiya halkına, bizim bildirdik dostluk köngülde. Франция. Очарование парков, элегантность и разнообразие архитектурных стилей, монументальность памятников и фонтанов. Все это оставило неизгладимое впечатление у наших посланцев. Особенно запомнился Монмартр, с которым связана история артистического Парижа. Примечательность Монмартра – своеобразная выставка-продажа работ современных французских художников. На бульваре Клише когда-то жили и работали Тулус-Лотрек, Ван Гог, Эдгар Дега и молодой Пикассо. А сегодня они продолжают традиции великих импрессионистов и реалистов. У прогрессивного искусства одна гуманная цель – воспеть доброту человека, чистоту и красоту природы.
Пластика киргизского национального танца «Тюльпан» будто бы перенесла французского зрителя в живописную природу незнакомого горного края. Талант и вдохновение истинных художников во все времена творили чудеса эстетического совершенства. Всего 2 года потребовалось архитектору Гюставу Эйфелю, чтобы взметнуть в небо ажурную конструкцию из металла высотой в 320 метров, которая стала теперь символом французской столицы. Национальное искусство Киргизии всюду вызывало восхищение взыскательного французского зрителя. Наши артисты имели возможность выступить и перед сотрудниками посольств социалистических стран, аккредитованных в Париже. В перерывах между концертами делегация знакомилась с городами древнего европейского государства, его историей, культурой и бытом французского народа. Кладбище Пер-Лашес. Оно хранит память о невинных жертвах Равенсбрюка и Майданека. Славных героях Парижской коммуны. Здесь погребены видные деятели французской коммунистической партии и рабочего движения. Участие деятелей искусства Киргизии в Днях культуры СССР во Франции внесло достойный вклад в развитие советско-французских дружественных отношений. Тем радостнее было возвращение на родную землю.